Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке математики. Тема урока – таблица умножения и деления на 7. Сегодня на уроке вспомним изученную таблицу умножения. Повторим решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Составим таблицу умножения и деления на 7. Девиз урока: дорогу осилит идущий, а математику – мыслящий. Запишите числа от 6 до 60, которые делятся на 6 без остатка. Поможет вам в этом задании знание таблицы умножения на 6. Числа группы А расположите в порядке возрастания, а числа группы Б в порядке убывания. Проверим. Группа А: 3, 17, 29, 34, 62, 78, 88, 100. Группа Б: 99, 68, 55, 42, 33, 18, 15, 4. Молодцы! Вспомните изученную таблицу умножения и деления и выполните вычисления. Первый столбик: 5 умножить на 5. 27 разделить на 3. 42 разделить на 6. 4 умножить на 9. Второй столбик: 20 разделить на 4. 45 разделить на 5. 8 разделить на 8. 35 разделить на 5. Третий столбик: 3 умножить на 6. 40 разделить на 8. 36 разделить на 6. 32 разделить на 4. Отлично! Вспомним решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Запишите только решение. Первая задача. У Гульнас 7 пятерок, а у Каныкей на 4 больше. Сколько оценок у Каныкей? Если в задаче предлог «на»
несколько единиц больше? Решаем действием сложения. Проверьте. Вторая задача. Кот Васька словил 10 мышей, а кошка Мурка в 2 раза меньше. Сколько мышей словила кошка Мурка? Если в задаче предлог «в» несколько раз меньше, делаем действие деления. Проверьте. Третья задача. У Никиты 3 конфеты, а у Самира в 5 раз больше конфет. Сколько конфет у Самира? Если в задаче предлог «в» несколько раз больше, выполняем действие умножения. Проверьте. Хорошо. Вспомните тему урока. Умножение 7 на 7 и соответствующие случаи деления. В каких пословицах и поговорках встречается число 7? Как вы понимаете смысл следующих пословиц и поговорок? Семеро одного не ждут. 7 пядей во лбу. На 7 небе от счастья. Семь бед, один ответ. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. В каких сказках вы встречали число 7? Волк и 7 козлят. Сказка о мертвой царевне и о 7 богатырях. Белоснежка и 7 гномов. Цветик, 7-цветик. Вспомните, о чем эти сказки и кто главные герои. Составим таблицу умножения и деления на 7. Таблицу на 2, 3, 4, 5, 6 вы уже знаете. Примеры из этих таблиц мы писать не будем. Начнем с примера 7 умножить на 7. В первый столбик записываем выражение, помня, что сложение мы заменили умножением. Первый множитель – это слагаемое, которое повторяется. Второй множитель – это сколько раз оно повторяется.
получили столбик. 7 умножить на 7 равно 49. 7 умножить на 8 равно 56. 7 умножить на 9 равно 63. Второй столбик получим, применяя переместительный закон умножения. Третий столбик произведение разделили на первый множитель получили в частном второй множитель. Четвертый столбик разделили произведение на второй множитель. Получили в частном первый множитель. Молодцы! Теперь вам надо выучить таблицу умножения и деления на 7. А мы вспомним решение сложных выражений, вспоминая правила расстановки порядка действий. Попробуйте сделать это самостоятельно. Выражение 50 минус 7 умножить на 7. 7 умножить на 5 плюс 15. 7 умножить на 10 минус 4. 7 умножить на 8 минус 26. Проверьте, у вас получились такие же результаты? Первое выражение 1, второе выражение 50, третье выражение 66, четвертое выражение 30. Если такие же, значит все действия вы расставили верно и научились применять таблицу умножения на 7 на практике. Молодцы, ребята! Давайте решим составную задачу. На автостоянке стояли 15 грузовых машин. Легковых на 25 больше, чем грузовых. Мотоциклов в 5 раз меньше, чем легковых машин. Сколько мотоциклов было на автостоянке? Запишите краткую запись. Проверьте. Что известно в задаче? Грузовых машин было 15. Легковых на 25 машин больше, чем грузовых. Мотоциклов в 5 раз меньше, чем легковых машин. Что надо узнать? Сколько мотоциклов было на стоянке? Можно это узнать сразу? Нет. Сначала надо узнать, сколько легковых машин на стоянке. К 15 прибавляем 25, получаем 40 легковых машин. Так как по условию задачи
мотоциклов в 5 раз меньше, чем легковых машин? Запишем второе действие. 40 разделить на 5 равно 8 мотоциклов. Ответ. 8 мотоциклов на стоянке. Отлично. Вспомните сравнение именованных чисел. Не забудьте перевести обе части неравенства в одинаковые наименьшие единицы. Затем поставить знак сравнения. Проверьте, так ли у вас получилось. Вы рассуждали так же? 2 метра больше 8 дециметров, потому что 20 дециметров больше 8 дециметров. Продолжая по образцу, проверьте остальные неравенства. Я уверена, что вы отлично справились с этим заданием. А наш урок подходит к концу. Продолжите предложение. На сегодняшнем уроке я узнал. На этом уроке я похвалил бы себя за... После урока мне захотелось... Сегодня я сумел. А я прощаюсь с вами. Спасибо за работу. До свидания. До встречи.